أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, который сотворил свои создания и распределил богатство и бедность между ними. Ниспослал с небес воду и даровал земле плодородие. Я восхваляю Его, пречист Он, тот, кто дарует великую награду людям, подчинившимся Ему, и покрывает тех, кто ослушался Его. Он знает, что находится над небесами и под землей. В Его знание входит даже перемещение муравья ночью. Ему воздают хвалу небеса и те, кто в них, звезды и орбиты, прославляют Его реки и рыбы в них, земля и обитатели ее, моря и те, кто в них. Нет ничего, чтобы не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их прославления. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, избранник и возлюбленный, хранитель Его откровения, которого Господь отправил в качестве милости для миров и довода перед всеми рабами. Да пребудет над ним мир и благословение, как упоминают благочестивые люди, делающие зикр. Да пребудет над ним мир и благословение, пока ночь сменяет день. Я прошу Аллаха сделать всех нас из числа праведников уммы нашего пророка и в судный день собрать в его группе. А затем, дорогие братья и сестры, я восхваляю Всевышнего Аллаха за то, что Он облегчил нам эту встречу с вами в одном из домов Аллаха. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас на этом благословенном собрании из числа тех, кого окружают ангелы, покрывает милость, и чтобы Аллах упомянул нас среди Его людей. Также я прошу Аллаха сделать нашей наградой при расставании то, что Аллах скажет: «Вставайте, вам было прощено». И это для Аллаха нетрудно. Дорогие братья и сестры, все мы знаем, что Аллах создал свои творения для того, чтобы они поклонялись Ему и подчинились. Как сказал об этом сам Всевышний Аллах: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Он создал их только для того, чтобы они занимались поклонением Ему. И видов поклонения очень много. К видам поклонения относятся намаз и другие столпы ислама, садака, закят, пост, хадж, умра и так далее. К поклонению также относится то, как мы обращаемся с людьми. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, благое дело – это милостыня. Когда я говорю кому-нибудь: «Да благословит тебя Аллах, да воздаст тебя Аллах благом», я с радостью это сделаю, либо другие красивые слова, то благое слово – это милостыня. Улыбка в лицо твоего брата также является милостыней. Таким образом, есть разные виды поклонения. Не только обычное поклонение, как намаз, пост, садака, чтение Корана и другие. Есть виды ибадата, при помощи которых раб приближается к своему Всевышнему Господу, просто общаясь с людьми. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воистину, посредством своего благого нрава человек может достичь степени того человека, который выстаивает ночи в намазе, а днем держит уразу. То есть, если ты просто будешь проявлять по отношению к людям благой нрав, таким образом ты будешь поклоняться Аллаху различными видами поклонений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постоянно побуждал своих сподвижников к тому, чтобы в их жизни были деяния, которые служат на пользу религии, ибадат. Ибадат — это не только то, что я делаю, намаз или держу пост. Нет, к поклонению относится и то, что я оставляю свой след в исламе. Например, уборка мечети считается поклонением, замена лампочек в мечети считается поклонением,
Примирение людей считается поклонением. Твоя садака бедному или тому, кто занимается бедными, это тоже ибадат. Твой совет сыну твоего соседа – это поклонение. Если, например, сын твоего соседа плохо общается с людьми, и ты видел, что он курит, ты подошел к нему и посоветовал оставить это, поговорил с ним так, как ты говоришь со своими детьми, это поклонение, посредством которого ты приближаешься к Аллаху. Давайте сегодня поговорим о некоторых видах ибадата, к которым пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал своих сподвижников. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел со своими сподвижниками, он возбуждал в них энергию и пыл, для того, чтобы каждый из них хоть как-то повлиял на ислам, чтобы каждый человек оставил свой след в религии и в умме. Я спрашиваю тебя, какое влияние можешь ты оказать на умму? Ты скажешь мне, клянусь Аллахом, я могу стать ученым. Я отвечу, тогда твое влияние на ислам будет таким, что ты будешь ученым и будешь учить людей. Другой человек может сказать, брат, клянусь Аллахом, у меня нет способностей к тому, чтобы стать ученым. Тогда какие же у тебя есть способности? Мои способности таковы, что у меня есть деньги, я могу напечатать на них книги ученых и раздавать их. Тогда я отвечу тебе, именно такими будет твой след в умме. Третий человек говорит, у меня нет денег даже на это, и я не ученый, чтобы писать их, но я могу взять эти книги, пойти в мечеть и раздавать их. Дайте мне книги. Скажите, чтобы я пошел с ними к такой-то мечети, или к другой, или к третьей, или к четвертой. Дайте мне эти книги, и я пойду их раздавать. Четвертый может сказать, я не могу делать ни одного, ни второго, ни третьего, но я могу призывать людей к тому, чтобы они читали эти книги и так далее. Имеется в виду, братья и сестры, что от человека требуется, чтобы он оставил свой отпечаток в исламе. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, да помилует Аллах человека, державшего свои коня за поводья. И каждый раз, когда он слышит пронзительный крик, он летит туда. Если он в тылу, значит он в тылу. То есть ему говорят, ты не подходишь для того, чтобы стать главнокомандующим в этой битве. Мы поставим тебя назад. Ты будешь в авангарде. Авангард или сакка – это те, кто идут сзади войска. Если у войска упадет какая-нибудь посуда, провизия, одежда, меч, эти люди подберут то, что те уронили. Подобная функция в армии считается не такой, как командующий армией, советник. Люди в авангарде не те люди, которые стоят в первых рядах или знаменосцы. Эта служба считается очень скромной. Но вместе с этим пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, если этот мусульманин будет в авангарде, если ему сказали, оставайся сзади, ты не будешь ни предводителем, ни советником, он говорит, нет проблем, я не возражаю. Если он в тылу, то он в тылу. Если он в охране, значит он в охране. Ему сказали, нет, ты не годишься даже для арьергарда. Когда предводитель собирается, чтобы создать план для победы армии, ты будешь охранником у двери. Ты не можешь знать, о чем они там разговаривают. Ты будешь в охране. Я не имею возражений. Здесь имеется в виду то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит о том, что от человека требуется оставить свой след в исламе, в каком бы положении он ни был. Сюда же относится хадис, который передал имам Бухари, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, иногда сидел в своей мечети. И там была одна старая, слабая черная рабыня. Это женщина. Женщина, братья и сестры, приходила в мечеть не для того, чтобы получать знания у пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Нет. Она не могла этого делать. Эта женщина приходила в мечеть и начинала собирать некоторые вещи, которые были в мечети. Например, что бы это могло быть? Это могла быть солома, которая упала с крыши, грязь на полу. Эта женщина приходила и подметала мечеть. Она приходила только для того, чтобы убираться в мечети. Она приходила убираться в мечети несколько раз. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не обнаружил ее. И он спросил о ней, где женщина, которая подметает в мечети? То есть я помню, что одна женщина подметала мечеть. Где она? Ему ответили, о посланник Аллаха, эта женщина умерла. Умерла? Обратите внимание, люди, что работа этой женщины не сильно влияла на ислам. Про нее нельзя сказать, что это та женщина, которая завоевала Персию или Византию, что это женщина, которая построила мечеть пророка или работала советницей пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Нет, обычная женщина. Это было то, что она могла делать в исламе. То, что она входит в мечеть, подметает там. Просто подметает. Она может сделать для религии только это. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, где женщина, которая подметала в мечети? Ему ответили, о посланник Аллаха, эта женщина умерла. Да помилует ее Аллах. Он сказал, субханаллах, почему вы мне не сказали? Как она могла умереть, а вы мне ничего не сказали? Почему вы мне не сообщили? Люди ответили, о посланник Аллаха, женщина умерла ночью, и мы не хотели будить тебя. Мы не хотели заявляться к тебе ночью и будить. И вы знаете, что раньше люди не могли откладывать похороны.
Если, например, в наше время человек умирает на зухр, то мы можем сделать по нему джаназа намаз на зухр следующего дня. Можем подождать, пока его родственники съедутся. Или в случае, если родственники находятся в другом городе, и мы должны их привезти, чтобы они его похоронили. Какая бы ни была причина, ты можешь отложить захоронение покойника на день или два, пока он будет лежать в морозильной камере в морге. Раньше у них не было морозильных камер. Когда кто-то умирал, то если бы они его оставили без захоронения при сильной жаре, которая была в Медине, на 4 или 5 часов, то его тело сразу начало бы разлагаться, распухать, изменяться в своем виде, поэтому было необходимо сразу же похоронить покойника. Они сказали: «О посланник Аллаха, мы не сообщили тебе о ее смерти, потому что женщина умерла ночью, и мы не хотели тебя будить. Мы сделали все, что необходимо, омовение, завернули ее в саван, сделали за ней намаз и похоронили ее, да помилует ее Аллах». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Укажите мне на ее могилу». Эта женщина оставила свой след в исламе. И даже если вы, Абу Бакр, Умар, Осман или Али, считаете, что ее след был незначительным, все равно он окажется большим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Укажите мне на ее могилу». Ему указали на ее могилу, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал, подошел к могиле, посмотрел на нее, сделал такбир и намаз за эту женщину, когда она была уже в могиле. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, эти могилы полны мрака для своих обитателей. И воистину Аллах освящает их моей молитвой за этих людей». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Дела этой женщины вы считали ничтожными, и если бы Абу Бакр, Умар, Осман или Али умерли бы ночью, то вы разбудили бы меня и сказали бы: „О посланник Аллаха, твой сподвижник умер, а если это слабая женщина, вы не будете меня“». Дела этой женщины, которые вы сочли ничтожными, имеют свой вес перед Аллахом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал намаз на ее могиле, указывая на величину того, что она принесла исламу. Она просто шла в мечеть и собирала мусор, который был в этой мечети, и все. Несмотря на это, он сказал: «Укажите мне на ее могилу». Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел строить мечети среди домов, убирать их и умощать благовониями». Хадис привел от Тирмизи, и шейх Альбани назвал его достоверным. В книгах по истории упоминается, что один человек, один царь, захотел построить мечеть. Он отправился к определенному под мечеть месту и поставил там табличку, что здесь будет мечеть такого-то, такого-то. То есть этого царя. Он запретил людям приносить к этой мечети что-либо. Будь у кого-то глина или кирпичи, ему нельзя было участвовать в строительстве этой мечети. Проходили дни. Рабочие работали, строя эту мечеть. На конях они возили камни, кирпичи и так далее. Они работали в мечети. Тот человек проезжал возле мечети, где была табличка с его именем, и радовался: «Это моя мечеть». И в одну из ночей он увидел, что ангел спускается с небес, стирает с таблички его имя и пишет вместо него имя какой-то женщины. Утром человек проснулся. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Что случилось? Смотрит на мечеть, ее продолжают строить, и на табличке написано его имя, а не имя этой женщины. Он сказал: возможно, это просто бессвязный сон. На следующую ночь он опять заснул и увидел ангела, который спускается с небес, стирая с таблички его имя, и пишет вместо него имя женщины, той же самой женщины. Он проснулся, он удивился. Что же происходит? На третью ночь ему опять приснилось, как ангел спускается с небес, стирает его имя и пишет имя женщины. Утром он проснулся, смотрит, а его имя все так же на табличке. Никто его не стирал. Однако он запомнил, как звали женщину. Он обратился к начальнику полиции. «Вот тебе имя. Достань мне эту женщину хоть из-под земли». Не прошло и половины дня, как начальник полиции привел к нему старую женщину. Он пришел с ней к царю, и тот спросил ее: «Сделала ли ты что-нибудь для этой мечети? Сослужила ли ты какую-нибудь службу? Может быть, какое-нибудь пожертвование, которое ты выделила на ее строительство?
хоть что-нибудь ты сделала для этой мечети? Она ответила: клянусь Аллахом, я ничего такого не знаю. Что я могу сделать? Я бедная, слабая старая женщина. Тем более, что ты запретил торговцам, инженерам и всем остальным людям как-то участвовать в строительстве мечети или давать на нее пожертвования. Как я могу участвовать в строительстве мечети или давать на нее пожертвования? Ведь я бедная женщина. Он сказал ей: нет, ты обязательно должна была что-то сделать. Она сказала: но я ничего не скрываю. Царь настаивал: а ты вспомни. Она немного подумала, а затем сказала: я помню, как однажды я шла мимо мечети по делу, и строители работали, и я увидела, как одна лошадь привязана под палящим солнцем. Она даже вытащила наружу язык из-за того, как она сильно хотела пить. Они работали на ней весь день. Она таскала кирпичи налево и направо. Лошадь испытывала сильную жажду, но рабочие не заметили этого. Они не дали ей выпить воды. И все знают, что лошади – это не верблюды, которые могут терпеть жажду 4 или 5 дней. Когда я увидела лошадь в таком состоянии, и то, что она еще была привязана, я пошла к ведру, которое было вдалеке от нее. Принесла ей это ведро, поставила перед ней, и лошадь попила. Видели ли вы, что она сделала для мечети? Это очень маленькое дело. Царь сказал ей: ты сделала это, желая довольства Аллаха? Я же строю эту мечеть не ради Аллаха. Я поставил табличку со своим именем еще до того, как мечеть начала строиться. И это доказательство того, что я делал это не ради Аллаха, не надеясь на его награду в ахирате. Нет, я хотел, чтобы обо мне говорили и обо мне упоминали. А ты, клянусь Аллахом, сделала это ради Аллаха, и это дело, которое ты считаешь незначительным, Аллах принял от тебя. Затем царь приказал стереть свое имя и написать на мечети имя этой женщины. Все это указывает на то, что если ты хочешь сделать что-то ради религии, сделай свою деятельность возвышенной. Сделай своей главной заботой то, что ты делаешь это ради Всевышнего Аллаха. Я делаю это для своей уммы, и это приведет меня в рай. Сделай усердие возвышенным, а не приземленным. Одного из сподвижников, как приводится у имама Муслима, звали Рабиа бин Кааб. Этот мальчик, братья и сестры, помогал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, совершать омовение. То есть, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел совершить омовение, этот мальчик вскакивал и приносил ведро с водой. Приходил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и начинал лить для него воду. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, понравился этот мальчик, Рабиа бин Кааб. Несмотря на свой маленький возраст, иногда он спал у двери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, снаружи дома, на улице. Из-за того, что он боялся, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, захочет ночью, например, захочет воды, захочет позвать кого-нибудь из сподвижников, и чтобы он был готов. Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, понравился этот мальчик. И в один из дней Рабиа ибн Кааб поливает воду пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «О, Рабиа!» Он ответил: «Вот я перед тобой, посланник Аллаха». Он сказал: «Проси меня, попроси у меня что-нибудь». Мальчик говорит: «Попросить у тебя? То есть мне можно что-то у тебя попросить? Мне просить тебя?» Он ответил: «Да». И Рабиа сказал: «Подожди, я должен подумать». 13-летний мальчик думает, прежде чем говорить. Он сказал: «Подожди, я подумаю». Мальчик начал думать, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ждал, когда он надумает. И вот мальчишка думал, в то время как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, смотрел на него. И что можно ожидать от мальчишки, которому 13 или 14 лет? Что же он попросит? Можно ожидать, что он скажет: «О посланник Аллаха, я хочу плащ, я хочу еды для своей семьи». Это обычные заботы мальчика в таком возрасте. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ждал. А мальчик думал. И вот мальчик подходит к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и говорит: «О посланник Аллаха, я прошу о том, чтобы быть твоим спутником в раю». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на мальчика, которому было 13 лет. И у него уже такая возвышенная цель – сопровождение пророка в раю. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А еще что-нибудь?» То есть, может быть, ты постеснялся попросить что-нибудь и сказал только о рае, из вежливости перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Может быть, ты хочешь что-нибудь другое? Просто стесняешься сказать? Он ответил: «Нет, о посланник Аллаха. Я хочу именно этого. Если будет рай, все остальное приложится». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто научил тебя так говорить?» То есть он решил, что есть кто-то, кто научил его так сказать.
Он решил, что, например, его мать могла сказать ему это. «Сынок, если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросит тебя, что бы ты хотел, скажи ему, что хочешь рая». Как иногда кто-то приходит со своим маленьким ребенком или маленьким братом и учит говорить его свое имя. Говорит ему: «Как тебя зовут?» А он отвечает, например, «Халид». Он говорит: «Нет, нет, нет, не говори Халид, скажи Халид, ибн Абдулла, ибн Ахмад». Потому что ты можешь предположить, что если люди будут часто спрашивать его о том, как его зовут, то ты хотел бы, чтобы он был готов это сказать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подумал, что мать или отец этого мальчика думали о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, задаст ему когда-нибудь подобный вопрос, и заранее подготовили его, как правильно отвечать. Он спросил: «Кто тебе велел так говорить?» Он ответил: «О посланник Аллаха, никто. Никто меня не учил так говорить. Это правда. Я посмотрел на этот мирской мир». Послушай слова этого мальчика. Он говорил: «Я посмотрел на эту дунью и понял, что если я попрошу тебя что-нибудь из нее, это все пропадет и исчезнет. Если я, например, скажу: подари мне плащ или дай мне еды и питья, от этого будет какая-то польза, но затем это все закончится. Поэтому я решил попросить у тебя что-нибудь на ахират». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал этому мальчику: «Помоги мне сам», часто совершая земной поклон. Он мог просто поднять руки и сказать: «Господи, сделай меня и его в раю». Несмотря на это, он сказал: «Помоги мне сам», много совершая суджуд. И как передают после этого случая, Рабия ибн Кааба видели либо в поясном, либо в земном поклоне. Поэт Абу Таттаиб аль-Мутаннаби сказал: «Если души возвышены, то тела устанут, пытаясь добиваться того, чего хочет душа». Посмотрите на этого 13-летнего мальчика, посмотрите на его возвышенные интересы, сравните его пыл и пыл другого человека. Как передается у Ат-Табарани, у Аль-Аусати, это достоверный хадис, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды возвращался из поездки. По дороге он и его сподвижники увидели бедуинскую палатку. Бедуин в пустыне. Они увидели его палатку, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остановился у него. Бедуин положил им то, что обычно кладут гостям: финики, молоко. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поел, выпил молока, а затем сказал: «Если ты будешь в Медине, приходи к нам. Будешь в Медине, давай, заходи к нам». Так делают все великие люди. Если ему, например, сказал какой-нибудь амир или король. Например, амир вышел на природу поохотиться, затем пришел к подобному человеку, к бедуину, присел к нему, поприветствовал его. Тот дал им кофе, чай, возможно, угостил обедом или ужином. И ты увидишь, что этот амир или король скажет ему: «Если ты будешь в моем городе, заходи ко мне». Под словами «заходи» он имеет в виду, что он хочет наградить его. И если бедуин приходит и говорит: «Ты был моим гостем, помнишь?» Он отвечает: «Добро пожаловать». Они дают ему кофе и так далее, а потом могут даже подарить какой-нибудь подарок. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит этому человеку: «Если ты приедешь в Медину, заходи к нам». Прошли дни, и этот бедуин пришел в Медину. Он пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «Я, о посланник Аллаха, тот человек, у которого вы гостили в таком-то месте». Он ответил: «Добро пожаловать, проси у меня». То есть проси у меня что-нибудь. Итак, братья, человек стоит перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И тот говорит ему, чтобы он у него попросил. Он может сказать: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он отвечал на мои дуа». Или, например: «О посланник Аллаха, попроси, чтобы он простил все мои грехи». Или: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы он сделал мое потомство учеными и муджахидами». То есть человек просит что-то достойное. И знаете ли вы, что попросил этот бедуин? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Проси у меня». Он переспросил: «Просить у тебя?» Он ответил: «Да». Он сказал: «Я прошу у тебя верховое животное». Верховое животное? То есть ты хочешь осла или мула? Таковы твои устремления. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дайте ему верховое животное». «У меня есть осел. Это верховое животное». Затем он сказал во второй раз: «Проси у меня. Может быть, у тебя будут какие-нибудь возвышенные пожелания?» Он сказал: «Я прошу у тебя рабыню, чтобы жениться на ней». «Хорошо, мы дадим тебе рабыню. Попроси еще». Он сказал: «Я прошу у тебя собаку, которая пасла бы моих овец». Это все, что ты хочешь? Собака, которая охраняет овец? У какого-нибудь сподвижника 3 или 4 собаки, которые охраняют овец. Он даст тебе одну из них. Он сказал: «Возьмите собаку у тех, у кого есть лишнее, и дайте ему». Потом он сказал: «Проси еще». Он хочет услышать что-то типа «быть твоим спутником в раю», прощение грехов и тому подобное. Бедуин сказал: «Это все». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты не в состоянии? Ты не в состоянии быть таким же, как старуха из Бану Исраиль?»
Подвижники спросили: «О посланник Аллаха, что это за старуха из Бану Исраиль?» Странно звучит, да? Старуха из Бану Исраиль. Что за старуха из Бану Исраиль? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал, что когда сыны Израилевы в эпоху Мусы хотели уехать из одного места на другое, а вы знаете, дорогие братья и сестры, что Господь миров отправил к Бану Исраиль некоторое число посланников, которые следовали друг за другом. У них постоянно были посланники, а иногда у них было даже 2 или 3 пророка одновременно. Как сказал об этом Всевышний Аллах, в качестве притчи приведи им жителей селения, к которым явились кто? Посланники. Не один посланник, а посланники. Когда мы отправили к ним сколько? 2 посланников. Они сочли их лжецами, и тогда мы подкрепили их 3-м. Они сказали: «Воистину, мы посланы к вам». Обратите внимание, 3 посланника одновременно. У Бану Исраиль пророки и посланники постоянно следовали один за другим. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что когда Муса был отправлен к Бану Исраиль, до него у них без сомнения тоже были посланники. И когда он хотел отправиться с ними из одного места на другое, Бану Исраиль сказали ему: «Муса, Юсуф, пророк, который был до тебя, взял с нас уговор, что мы не уйдем с этого нашего места без того, чтобы взять его с собой. Нужно, чтобы мы достали его из могилы и понесли его вместе с собой. Мы дали обещание предыдущему пророку и не можем нарушить его». Муса, мир ему, спросил: «А где могила Юсуфа?» Они ответили: «Мы не знаем». «Как это вы не знаете? И что теперь делать?» «Мы не знаем, где его могила». Он сказал: «Так давайте искать». И они ответили ему: «Это место знает только одна наша старуха. Это самая старая женщина. Все старики умерли, и осталась только эта женщина. Это место знает только одна наша старуха». Муса сказал: «Позовите ее ко мне». Старуха пришла и встала перед Мусой. Муса, мир ему, спросил ее: «Где могила Юсуфа?» Она ответила: «Я знаю, где она, но я не укажу тебе на нее, пока ты не ответишь на мою просьбу». Он спросил: «А чего ты хочешь?» Она ответила: «Чтобы я сопровождала тебя в раю». Муса посмотрел. То, что сделает эта женщина, будет малым, незначительным. Что она сделает? Покажет, где могила Юсуфа. Просто информация, которую она мне сообщит. И за это сопровождение пророка в раю? Люди из кожи вон лезут, проливают свою кровь, оставляют свои семьи, имущество, родину на пути Аллаха для того, чтобы зайти в рай, стать шахидами, а ты из-за одного своего слова, могила Юсуфа здесь, попадешь в рай? И Муса как будто бы посчитал ее просьбу слишком большой. Ты требуешь большего, чем заслуживаешь. Если бы ты сказала рай без сопровождения пророка, то это возможно. Если бы ты сказала прощение грехов, это тоже возможно. Однако сопровождение пророка в раю, Муса как будто бы решил, что ее просьба слишком большая, что награда, которую она хочет, слишком завышена. «Я скажу тебе, где его могила, и буду сопровождать тебя в раю». И Всевышний Аллах внушил ему, чтобы он ответил на ее просьбу. Муса ответил: «Тебе будет то, что ты хочешь. Теперь скажи нам, где могила?» Посмотрите на это возвышенное стремление, которое у нее возникло. И как Господь миров ответил на ее просьбу. Она отправилась с ними к водоему. Там была вода, которая, возможно, собиралась от дождей. Она сказала: «Вычерпайте эту воду». Они подошли к воде и осушили это место. Перенесли воду в другое место. Собралось 100 или 200 мужчин, у них были ведра, и они переносили воду, пока она не кончилась. Тем более, что воды было не так уж и много. Это не море и не река, просто лужа или болото, образовавшееся после дождя. Когда они осушили эту лужу, она сказала: «Копайте здесь». И они начали там рыть. И выкопали тело Юсуфа, мир ему. И вот пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит этому человеку: «Почему у тебя не может быть возвышенного пыла, усердия, чтобы ты как-то оказал влияние на ислам? Сделай дуа, чтобы Аллах сделал меня одним из хафизов Корана. Дальше ты как-то сможешь воздействовать на ислам. Если же ты будешь просить только такие приземленные вещи, то ничего такого не будет». От Хасана ибн Али, да будет доволен ими обоими Аллах, передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, Всевышний Аллах любит возвышение и благородные дела, и не любит дела низменные».
Хадис привел от Табарани, и Альбани назвал его достоверным. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, братья и сестры, всегда подталкивал своих сподвижников к тому, чтобы они оставляли свой отпечаток в нашей религии. Каждый раз, когда кто-то что-нибудь делал для ислама, он хвалил его. Например, та женщина, которая убиралась в мечети. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, идет к ее могиле и молится за нее. Что она сделала для ислама, о посланник Аллаха? Эта благая женщина подметала в мечети. Ислам нуждается в этом. Другой случай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, смотрит на своих сподвижников, а затем говорит им после намаза: кто из вас сегодня участвовал в похоронах? Кто из вас навестил больного? Кто из вас сегодня давал милостыню бедняку? Кто из вас сегодня постился? Почему, братья и сестры, он задавал эти вопросы? Не для того, чтобы они на показ выставляли свои дела и занимались показухой. Нет, он задавал им эти вопросы, чтобы привести в движение их пыл, энергию. Он словно говорит: если ты не можешь дать садаку бедняку, то хотя бы держи уразу. Сделай хоть что-то для ислама. Если ты не можешь держать уразу, то хотя бы навести больного. Если ты не можешь и это, то хотя бы сделай что-нибудь хорошее, чтобы человек в конце каждого дня спрашивал себя: что я сделал для ислама? Какой отпечаток я оставил в исламе? Я просто ем, пью, сплю. И нет такого дня, когда бы я не примирил двух враждующих людей. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: нет такого дня, когда бы с утра с каждым человеком не находились два ангела. Один из них говорит: о Аллах, продолжи и приумножь имущество того, кто жертвует им на пути Аллаха. А другой говорит: о Аллах, приведи в упадок имущество того, кто не жертвует. Так он, да благословит его Аллах и приветствует, призывал делать милостыню. В другом хадисе он говорит, когда он упоминал о милостыне, он сказал: если ты помогаешь человеку нести его вещи, то это садака. Например, человек открыл багажник машины и захотел положить туда мешок с рисом, но он очень тяжелый. А тут приходишь ты и помогаешь ему положить этот мешок в багажник. Это садака. Если ты поднимаешь кнут человека, который находится на верховом животном, это садака. То есть, например, ты идешь, и раньше люди ездили на верблюдах. У человека, который ехал на верблюде, упал кнут. И вы знаете, что верблюды очень высокие. Ему надо спуститься, взять кнут и опять залезть на верблюда. Это трудно. Надо будет спускать верблюда, а потом спуститься самому, потом опять поднимать верблюда. А для верблюда сесть, а потом встать — это долгий процесс. И вот, когда у него упал кнут, он говорит тебе: прошу тебя ради Аллаха, подай мне этот кнут. И ты поднимаешь его. Тебе будет записано это действие как садака. Потом он сказал: и примиряешь двоих. То есть, когда ты примиряешь двоих враждующих людей, тебе запишется садака. Все это, братья и сестры, призыв к тому, чтобы люди как-то оказали свое воздействие на ислам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вставал в некоторых сражениях, чтобы поднять боевой дух, чтобы человек захотел чем-то пожертвовать ради ислама. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднял перед собой меч. Кто возьмет этот меч по праву? Кто возьмет этот меч по праву? И к нему полетели руки и взгляды. Все захотели взять этот меч. И встал Абу Дуджана, да будет доволен им Аллах. Он спросил: о посланник Аллаха, а каково его право? Каково право этого меча, который надо взять? Что требуется делать с ним? И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: чтобы он рубил им головы неверных. То есть, чтобы острие меча рубило головы кафиров, пока не согнется. Ты хочешь взять этот меч под такую ответственность или нет? Мы хотим, чтобы ты оставил отпечаток на эту битву, на джихаде. Абу Дуджана сказал да. Он взял этот меч и действительно начал сражаться с ним, пока он не согнулся. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда призывал своих сподвижников к тому, чтобы они совершали какую-либо работу на благо ислама. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: Али, если посредством тебя Аллах наставит на истинный путь, хотя бы одного человека, это будет лучше для тебя, чем красные верблюды. То есть, Али, я хочу, чтобы ты призывал и наставлял людей так, как можешь. Чтобы ты занимался дааватом, и сподвижники, братья и сестры, продолжали работать ради этого. Внимательно относились к тому, чтобы служить этой религии, призывать к одобряемому и запрещать порицаемое, даже совершая небольшие прегрешения. Одного из сподвижников звали Абу Михджан. И этот Абу Михджан в джахилии был испытан тем, что он пил вино. В джахилии он был закоренелым алкоголиком. И вот он принял ислам. До принятия ислама человек может совершать разные грехи, может заниматься развратными делами и тому подобное. После этого он принимает ислам и продолжает совершать прошлые грехи. Это не означает, что он остался кафиром. Например, один человек употребляет спиртное. Ты встречаешь его в какой-нибудь стране и спрашиваешь: почему бы тебе не принять ислам?
Он скажет: ну, брат, ислам запрещает пить вино, а я не могу оставить вино. Что ты ему скажешь? Хорошо, все, не принимай ислам? Или ты ему скажешь: да, оставь ты. Принимай ислам, даже если ты будешь продолжать пить вино, может быть, ты покаешься, иншаллах. Потому что, братья и сестры, если человек будет мусульманином, грешником, это будет лучше, чем если он останется кафиром. Разве не так? И у некоторых людей, к сожалению, иногда есть неправильное понимание даавата. Один из моих двоюродных братьев недавно приехал из Америки. Он простой человек, не получает исламские знания. Он сказал мне: проблема, шейх, в том, что у нас есть люди, которые иногда хотят заниматься дааватом, но у них нет правильного понимания. Я спросил его: понимание? Понимание в чем, например? Он ответил: один раз мы были в исламском центре в Америке. Он говорит: там был я и группа людей. И в целом мы были джахилями. У нас нет каких-то больших знаний и нужного поведения. Он сказал: и вот мужчина, американец, зашел в мечеть и сказал: я читал об исламе. Я хочу принять ислам. Он говорит: мы сказали ему: добро пожаловать, да приветствует тебя Аллах. Мы очень рады, что ты пришел. Американец спросил: как я могу принять ислам? Они сказали: ты должен засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. И человек сказал: ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах. И тут вскакивает один из людей и говорит: эй, ну все, пойдем со мной. Он его спрашивает: куда? Тот отвечает: в больницу. Американец говорит: зачем? Мне не нужно в больницу. Он говорит: мы сделаем тебе обрезание. Он спросил: зачем? Вы кастрируете тех, кто принимает ислам? Он ответил: да. Американец сказал: если бы я знал, то не принял бы ислам. Я не хочу ислам, в котором кастрируют. Я не хочу ислам. Тут к нему подпрыгивает другой человек и говорит: знаешь, если ты отступишься от религии, мы отрубим тебе голову. Американец сказал: брат, да что же это за религия? Принимаешь ее, тебя кастрируют, отступаешься, отрезают голову. Что это за религия? Конечно же, религия не такая. Не до такой степени, что если ты ее принимаешь, тебе что-то отрезают, а выходишь, отрезают что-то другое. Ты ведь пришел не на скотобойню, а в религию. Но проблема в том, что такая молодежь не может объяснить истинную сущность ислама, такого, какой он есть. Обрезание – это обязанность, ваджиб, но это не является одним из условий ислама, что если ты либо делаешь обрезание, либо ты кафир. Нет, даже если он примет ислам и останется необрезанным, он будет настоящим мусульманином. Он будет следить за гигиеной и так далее. Вопрос в том, как ты доводишь ислам до других. Как объясняешь им это подходящим образом? Всевышний Аллах сказал: «Призывай на путь Господа с мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». Сура Пчелы, 125 аят. Так вот, этот Абу Михджан был благочестивым и великим сподвижником. Однако в джахилии он много пил. Он даже завещал своему сыну, говоря: «Когда я умру, похороните меня рядом с кармой». И карма, братья и сестры, переводится как «виноградное дерево». Он говорит это своему сыну из-за того, как он сильно любит вино. А вино в основе изготавливается из винограда. «Когда я умру, похорони меня рядом с виноградной лозой, чтобы ее корни орошали мои кости после моей смерти». Посмотри на эту зависимость. «Когда я умру, похороните меня рядом с виноградной лозой, чтобы ее корни орошали мои кости после моей смерти. Но не хороните меня в пустыне, потому что я боюсь, что, умерев, не попробую вина». Вы когда-нибудь видели большую зависимость, чем это? Он говорит: «Когда я умру, похороните меня рядом с виноградным деревом, чтобы ее корни орошали мои кости после моей смерти. Но не хороните меня в пустыне, потому что я боюсь, что, когда умру, не попробую вина». Он принял ислам. Иногда он снова начинал пить вино, после чего его наказывали плетьми. Он каялся, потом какое-то время не пил. В эпоху Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Всевышний Аллах, случилась битва при Кадисии, или еще до Умара. Когда началась битва при Кадисии, Саад ибн Аби Ваккас вышел со своей армией. Абу Михджан вышел с ним как муджахид на пути Аллаха. Он не сказал себе: «Клянусь Аллахом, я грешник, зачем мне что-то делать для религии?» Нет, сначала я должен покаяться, а потом уже что-то делать для религии. Он так не сказал. Даже если ты делаешь какие-то грехи, от тебя требуется служить исламу. Даже если ты грешник, делай пожертвования. Даже если ты грешник, повесь в мечети, например, плакат: «Кто скажет Субханаллах ва бихамдихи, Аллах посадит ему дерево в раю».
Что тебе мешает это сделать? Даже если ты грешник, и у тебя будет один коллега, который не совершает намаз, дай ему совет, чтобы он молился. Даже если ты сам по себе грешник, в чем проблема? То есть мы из-за своего греха не превращаемся в неверных. Ты остаешься мусульманином, просто мусульманином, допускающим упущение в религии. И Абу Михджан вышел с ним. Саад ибн Аби Ваккас и Рустам, предводитель армии персов, начали посылать друг другу посыльных и вести переговоры. Время проходило, и Абу Михджану очень сильно захотелось выпить вина. Он осмотрелся по сторонам и выпил. Когда его поймали с бутылкой, Саад спросил его: «Ты пьешь вино, будучи муджахидом на пути Аллаха? Твоим наказанием будет то, что ты не будешь участвовать в битве». Он не сказал ему: «Благодарю тебя, пусть Аллах преувеличит твое благо, а то я вообще боялся умереть». Нет. Он сказал: «Нет, позволь мне послужить своей религии, вести джихад». Саад сказал: «Нет, нельзя». Его приковали цепью и поместили в палатку. Сражение началось. Герои закричали и кони заржали. Головы полетели с плеч, рубились руки и ноги. Битва не на жизнь, а на смерть. Абу Михджан в своей палатке пытался освободить себя от оков, но не смог. Он хочет выйти и сражаться. Он принялся плакать от горя и говорить: «Достаточно мне печали, что кони топчут друг друга на поле боя. Достаточно мне печали, что кони топчут друг друга на поле боя, а я остаюсь связанным. Если я хочу встать, железо мне не дает, потому что я связан оковами. Если я встаю, железо не дает мне этого сделать. И сколько бы я ни кричал, меня не слышат. Можно кричать, пока не оглохнешь». Он говорит: «Если я встаю, железо мне не дает. Двери закрыты, и крик оглушит того, кто кричит. У меня было много денег и братьев, но они оставили меня одного. Нет у меня братьев. Аллаху я даю обет, который не нарушу, что если меня отпустят, я никогда не пойду в винную лавку». Он говорит: «Клянусь Аллахом, если Аллах меня избавит от этих оков, то клянусь Аллахом, с этого дня я больше никогда не буду пить вина». Потом он принялся стонать и звать: «Люди! Люди!» И отозвалась одна женщина. И вы знаете, что иногда муджахиды выходили со своими женами, и те помогали им в приготовлении пищи, подготовке снаряжения и тому подобное. И с ним заговорила Сальма, жена Саада ибн Аби Ваккаса. Она спросила: «Чего ты хочешь?» Она подумала, что он хочет пить. Он сказал: «Сальма, сними с меня оковы». Она сказала: «Клянусь Аллахом, я не могу. Саад тебя привязал, а я должна тебя отпускать?» Он попросил снова: «Сними мои оковы и дай мне лошадь Саада». Саад ибн Аби Ваккас, предводитель войска, муджахид, не участвовал в битве по уважительной причине. У него на внутренних сторонах бедер были язвы. Вы знаете, в то время дорога была долгой. Чтобы достичь Кадисии, они проехали 600 или 700 километров на верблюдах или конях. И у некоторых людей во время долгого пути иногда получались язвы на внутренних сторонах бедер по причине того, что они слишком много терлись о спину верблюда или другого верхового животного. Такое иногда случается с некоторыми людьми. И каждый раз, как Саад садился верхом, эти язвы начинали кровоточить. Подобное иногда случается на хаджи или умре. Разве не так? Иногда во время хаджа или умры, когда человек в ихраме, и под изаром ничего не надето, верхние части ног натираются, и появляются натертости. А этот человек, возможно, был в седле целый месяц. Поэтому было естественно, что у него образовались болячки, которым нужно было время, чтобы пройти. Саад не мог сражаться из-за того, что не мог сесть на лошадь, и он наблюдал за битвой сверху, издалека. Аль-Байка, его конь, был внизу. Он говорит: «И вместе со всеми этим братья и сестры». Кстати говоря, несмотря на то, что Саад не сражался по уважительной причине, он не спасся от насмешек. Раньше люди жестоко поносили и надсмехались над человеком, у которого не было храбрости или отваги, и над теми, кто не сражался. Один из людей после того, как они вернулись, начал говорить о Сааде. Он сказал: «Мы вернулись, и многие женщины стали вдовами, то есть их мужья были убиты». Он говорит: «Мы вернулись, и многие женщины овдовели, а среди женщин Саада ничего такого нет». Он говорит, что жены Саада не овдовели, потому что их муж не сражался.
Что касается настоящих мужчин, то они сражались. Посмотрите, как они поносили своего амира, хотя у него было оправдание. В общем, Абу Михджан сказал: «Сальма, дай мне лошадь Саада, сними с меня оковы и дай сражаться». Она ответила: «Я боюсь Саада». Абу Михджан сказал: «Я даю обет, что если Аллах спасет меня от смерти, я вернусь снова и надену на себя эти оковы. Если же я умру, то это будет уже неважно». Сальма подошла, сняла с него оковы и дала ему лошадь Саада. Лев спрыгнул на коня. «Бисмилля, Аллаху Акбар!» Он прикрыл свое лицо и вошел в сражение. Он начал рубить головы византийцев. Саад ибн Аби Ваккас, наблюдавший за сражением сверху, мечтает спуститься, но не может из-за того, что сильно болеет. Он смотрит, всадник с прикрытым лицом сражается и бьет врага. Он подумал, он сражается, как Абу Михджан, а лошадь атакует, как Аль-Байка. Но Абу Михджан в оковах, а Аль-Байка в конюшне. Как же это? Затем он снова смотрит. Человек сражается, не оставляя никого в живых, убивает всех врагов. Он снова говорит себе, он сражается, как Абу Михджан, а лошадь атакует, как Аль-Байка. Он знает свою лошадь, но ведь Абу Михджан в оковах, а Аль-Байка в конюшне. Как такое возможно? Как они могут присутствовать на сражении? Когда битва закончилась и солнце зашло, Саад спустился вниз к Аль-Байке. Он подошел к ней, и она была привязана. Сильно вспотела. На ней была кровь и пот. Понятно, что она участвовала в битве. Саад увидел на ней кровь, раны, пот, и понял, что она участвовала в сражении. Затем он подошел к Абу Михджану, и Абу Михджан был закован. Видно, что он участвовал в битве. Весь в пыли, кровь, склокоченная борода и волосы. Он был на сражении. Саад сказал: «Абу Михджан», и он был связан. «Ты участвовал в битве?» Он ответил: «Да, и клянусь Аллахом, я больше никогда не буду пить вина. Клянусь Аллахом, я больше никогда не возьму в рот ни капли вина». И Саад, да будет доволен им Аллах, сказал: «И я клянусь Аллахом, больше не буду тебя наказывать плетьми. Раз ты не будешь больше пить, и я не буду наказывать тебя. Я никогда не буду тебя стегать плетьми». Посмотрите на Абу Михджана. Хотя у него были разные виды пристрастий, страсть к женщинам, вино и так далее, он чувствовал, что ему просто необходимо что-то сделать для ислама. Хотя у меня есть эти страсти, эти грехи, мне обязательно нужно что-то сделать для ислама. Хорошо. Спроси себя, что ты сделал для ислама? Возможно, есть христиане или буддисты, к которым ты пришел с дааватом, и они встали на истинный путь через тебя. Если ты работаешь в интернете, можешь ли ты вспомнить день, когда ты написал в интернете что-то нужное об исламе? Например, ты взял адреса электронной почты и отправил по ним хадисы. Например, ты зашел на какой-нибудь форум и написал там какие-нибудь полезные вещи. Или скопировал что-то нужное с одного сайта и поставил это на форум. Цель такова, чтобы ты оставил свой отпечаток посредством того, что Аллах облегчил для тебя. Если же у человека ничего такого нет, если он занят другим, если он заходит в интернет, в чат, в мессенджер, заходит на форум и смеется, развлекается, и потом уходит, он не оставляет и следа в исламе. Он никому не напоминает об исламе, никого не призывает, то обычно такой человек не оставляет следа в этой религии. Я помню, как один мой коллега рассказывал. Он говорил, что учился, и он работает врачом в Ар-Рияде. Один раз у него был семинар в одной стране. Он говорит: эта страна, мне кажется, была Голландия, если я не ошибаюсь. Он говорит, в этой стране, хотя в ней и есть некоторое количество мусульман, их немного. У них есть маленький исламский центр. Он говорит, один раз на утреннюю молитву, когда еще было темно, и был ужасный холод, я зашел в этот исламский центр, спустился вниз в молитвенную комнату,
Количество молящихся не превышало 9 или 11 человек. Он говорит, я вошел, чтобы сделать намаз, и вдруг увидел женщину, которая сидит рядом, внутри, в мечети. Эта женщина надела на себя хиджаб. Этот хиджаб она не завязала. Она очень странно надела его. Было видно, что она впервые надела хиджаб. И вот, на утреннюю молитву она сидит рядом с ним в мечети. Он сказал, мы сделали намаз, людей мало, как я говорил, 9 или 11. Когда мы закончили, один человек встал. Он впервые делал намаз в этой молитвенной комнате. Он сказал, «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Он говорил по-английски, «Я ваш брат из Австралии. Я занимаюсь призывом в интернете». И это был старый человек. В интернете я занимаюсь призывом к Аллаху. Он говорит, обычно, если кто-то через меня принимает ислам, я пытаюсь сразу же как-то связать его с исламскими центрами, которые есть в его городе. Он идет в интернет и смотрит, где находятся исламские центры, и говорит новообращенному, иди в такой-то исламский центр, изучай ислам, иншаллах, ты получишь от этого пользу. Он продолжил, и альхамдулилля, они всегда связываются с исламскими центрами, и им легко. Он продолжил рассказывать. В этом городе одна женщина приняла ислам через интернет. Я пытался сделать так, чтобы она пошла в исламский центр. Но она говорила, я не знаю, где этот центр, и я боюсь их. Я боюсь, что они меня не поймут. И он каждый раз говорил ей, дочь моя, иди к ним. И этот старик продолжал. И она не хотела. Тогда он сказал ей, хорошо, я сам приеду к тебе, и мы вместе пойдем в этот центр. Ты согласна? Она ответила «да». Он говорит, и я прибыл из Австралии вчера, на Аср, встретил эту женщину, объяснил ей все то, что касается религии, пока она не удовлетворилась моими словами. Мы договорились с ней, что утренний намаз я буду читать в вашем центре. И вот сзади вас ваша новая сестра-мусульманка. И мне нужно уезжать. В 8 часов у меня самолет. Ассаляму алейкум. И он вышел из мечети. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто призывал к прямому пути, получит такую же награду, как и награды тех, кто последовал за ним, что нисколько не уменьшит их собственных наград, а тот, кто призывал к заблуждению, понесет на себе грех тех, кто последовал за ним, что никак не облегчит тяжести их собственных грехов». Клянусь Аллахом, братья и сестры, ислам добивается победы через подобных людей. Ислам побеждает через подобных людей, которые готовы что-то сделать для своей религии. Этот человек преодолевает такие расстояния, чтобы дать совет женщине-мусульманке и вернуться домой. Иногда мы вспоминаем некоторые вещи, которые делают христианские проповедники и миссионеры. Брат, миссионеры делают так-то, стараются, прилагают все свои усилия. Хорошо, почему ты так не делаешь? Клянусь Аллахом, один немец сказал, этот немец не мусульманин, который читал об исламе, он сказал, если бы в Германию зашел красноречивый мусульманин, который смог бы через средства массовой информации обращаться к людям, я гарантирую, что не прошло бы и месяца, как вся Германия стала бы исламской. Он говорит, ваша религия сильная, почему вы не служите своей религии? И это стыдно слышать. Если мы в странах Персидского залива или в других странах, к нам приходит буддист из Шри-Ланки, индус, сидит у нас год или два, потом возвращается к себе на родину с той же самой религией, это позор. Я думаю, что у многих есть служанка из Индии. Неважно, какой бы религии она придерживалась. Служанка живет в твоем доме год или два, а потом возвращается домой и продолжает поклоняться корове. Или продолжает говорить, что Бог един в 3 лицах. А члены твоей семьи даже языком не пошевелили, чтобы научить ее исламу. Это позор. Клянусь Аллахом, это стыдно. Когда мы едем в их страны с нашими бородами, они призывают нас к христианству. Клянусь Аллахом. Один раз я шел по улице в Финляндии. Меня остановили юноша и девушка. С ними были книги. Они спросили меня, вы турист? Я ответил, да. Они сказали, добро пожаловать, мы приглашаем вас в церковь на завтра. Я сказал, нет, спасибо, я занят. Они сказали, хорошо, тогда на ужин, сегодня у нас лекция. К нам приехал такой-то священник из Великобритании. Клянусь Аллахом, этот юноша не хотел меня отпускать. Он вцепился в меня своими руками. Я сказал, нет, я из Саудии, я из Мекки. Ты знаешь Мекку? Отойди. Он сказал, ну да, Мекка, неважно. Но ты должен сегодня прийти, чтобы послушать лекцию такого-то священника. Я смог отделаться от него только тогда, когда взял несколько его книг. Я спросил его, церковь платит тебе зарплату?
Тебе и этой твоей подруге, которая с тобой. Церковь платит тебе за то, что ты ходишь и раздаешь брошюры. Он сказал нет. Но я и моя подруга, просто посмотри на их религиозный пыл. Он говорит, мы с подругой договорились, что в неделю у нас будет 2 часа, когда мы будем служить своей религии. Вы слышите, 2 часа, когда они раздают брошюры, приходят к слабым, больным людям и призывают их к религии. Была одна христианская медсестра в одной из наших больниц, в одном селении. О ней мне рассказывал коллега. Он говорит, мы обнаружили ее, шейх, только через 30 лет. Мы узнали о ее делах только через 30 лет. Она была филиппинской христианкой. Начала работать в больнице, когда ей было 20. И контракт закончился, когда ей было 50. То есть она работала 30 лет. И он говорит, она не призывала к христианству саудийцев. То есть когда она встречала какого-нибудь араба или саудийца, она не пыталась обратить его в христианство. Она не говорила с ним. Но когда к ней приходил напалец, индус, шри-ланкец и так далее, он говорит, она обслуживала его лично. Она тщательно подходила к нему до такой степени, что шла сама и мыла его. Рабочий иногда бывает грязным, и врачи испытывают к нему чувство брезгливости. Она шла и омывала его, а потом говорила, «Почему ты не любишь Христа? Почему бы тебе не принять христианство? Ты индус? Почему бы тебе не стать христианином? Ты буддист? Поклоняешься идолу Будды? Почему бы тебе не стать христианином?» Он говорит, и так она призывала их к своей религии. И все это выяснилось спустя многие годы, и мы отправили ее отсюда. Но когда? Когда было уже слишком поздно. О чем я говорю? У нас есть убежденность, что наша религия – это истина. Что наша религия, клянусь Аллахом, основываясь на официальной статистике, самая быстро распространяющаяся религия на сегодняшний день по всему миру. Вопрос в том, что, собрав информацию, мы сможем оказать определенное влияние на других людей. Что это значит? Например, я собрал информацию о благочестии к родителям, или о поддержании родственных связей, или о примирении двух противоборствующих сторон, про милостыню, или что-нибудь другое, о повелении к одобряемому и запрещении порицаемого. Не для того, чтобы выучить эти вещи только для себя и не оказать влияния на других. Пусть каждый спросит себя, сколько я знаю людей, которые не делают намаз, что я сделал для них, сколько я знаю людей, которые совершают определенные грехи, что я сделал для них, скольких я знаю, у кого есть телевизор, с 70 или более каналами, что я сделал для них. Если ты спросишь себя и окажешь настоящее влияние на них, то ты достигнешь успеха соизволения Всевышнего Аллаха. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он использовал нас и вас в подчинении Ему, и чтобы наш Господь отдалил нас от ослушания Ему. О Аллах, воистину мы просим Тебя о совершении благих дел, оставлении предосудительного и любви к беднякам. Если Ты захочешь испытать своих рабов, то упокой нас пристыженными и неподверженными фитне. О Аллах, воистину мы просим у Тебя жизни счастливых людей и смерти шахидов, сбора в судный день с богобоязненными и просим сопровождать пророков. О Аллах, мы просим Тебя не оставлять среди нас больного, кого бы Ты ни вылечил, и ни одного бесплодного, которому бы Ты не даровал благое потомство. О Аллах, облегчи и помоги тем, кого мы любим, и кто ищет работу или учебу, пропитание или хочет жениться. О живой, о вечно сущий, Господь наш, даруй нам отраду глаз наших, супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных, о обладающий величием и великодушием. И да благословит Аллах и приветствует посланника Аллаха.